Интерес к главному финансовому документу, который только сверстался, проявили в первую очередь руководители муниципальных предприятий и бюджетных учреждений. С докладом выступил председатель Комитета по финансовой политике Владимир Пинков. Он обрисовал условия, в которых рождался проект бюджета. Проект бюджета 2016 года сформировался в условиях неблагоприятной экономической ситуации в стране. Кризисные проявления также повлияли на работу предприятий города и предпринимательскую сферу. Снижен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы всех уровней. Это привело к сокращению рабочих мест, снижению заработной платы, снижению реальных доходов граждан города и сокращению покупательской способности. Источником пополнения бюджета являются налоговые отчисления, но сегодня они снижены. Растут недоимки по налогам на имущество с физических лиц, а доходных источников нет. На сегодня наблюдается снижение отчисления от налогов таких крупных плательщиков, как Рубцовский филиал «Алтай-Вагон», Рубцовские тепловые сети, Рубцовский водоканал, ООО «Машиностроитель», ООО «Спецмонтажник», предприятия «Железные дороги», Рубцовская ДСО номер 6, учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, учреждения здравоохранения, краевые и федеральные образовательные учреждения и другие. За 10 месяцев текущего года снижение поступлений более чем на 23 миллиона рублей. Общий объем доходов бюджета города в 2016 году составит 1 миллиард 273 миллиона рублей. Почти на 100 миллионов меньше, чем в нынешнем. Поэтому придется расходы сократить буквально по всем статьям. Прошу всех отнестись с пониманием к предстоящим трудностям, принять меры к строгой экономии бюджетных средств, рациональному и эффективному использованию. Только консолидированные усилия мы можем выстроить данную непростую форму. В ходе обсуждения проекта бюджета депутат Горсовета Александр Гуньков предложил конкретные меры, которые бы позволили сэкономить траты на содержание административного аппарата. Я предлагаю несколько мер организационных, в частности. Это поддерживаю предложение Комитета по финансам, оно депутатам было роздано, об оптимизации управления отделов местного самоуправления. Это и горсовет, и администрация, это комитеты самые различные. Просто хочу привести пример. Вот, допустим, есть два комитета у нас, или там управление сейчас называется, их часто меняют, отделы. Ну, вы понимаете, о чем речь. Вот, к примеру, управление предпринимательством и промышленностью. Ни того, ни другого практически. Предпринимательство уменьшается, промышленности тоже нету. Я считаю, что оставить надо несколько человек просто статистами для того, чтобы передать информацию. Они сейчас эти функции выполняют. Зачем у нас УКС вообще существует? Мы ничего не строим, честно говоря. Это как в Финляндии или в городах, в странах, где нет моря, есть Министерство морского флота. Так и у нас строить мы ничего не строим. Мне кажется, надо объединить, там ЖКХ эту отдать, ставку одну или две, все остальные сократить, смысла там нет. Руководители вообще должны на работу, честно говоря, ездить на маршрутках или на своих машинах. Не согласен с условиями жесткой экономии депутат Марат Гинатуллин. Просьба к администрации города Рубцовска, которая выдала на гора вот такой нищий бюджет, или такую нищую, скажем так, платежку житья на будущий год, все-таки обратить внимание на управление свои, где этот бюджет будет делиться по структурным подразделениям. Почему? Потому что руководители, они, в общем-то, хороши, грамотны и достаточно уверенные, но у нас уже начинается захлестывать кучу жалоб от управления культуры, структурных подразделений. Это спортсмены, это библиотеки, это, в общем-то, скажем, дошкольные учреждения. И обделили хор, где-то обделили какое-то другое структурное подразделение. Но я все понимаю, тяжело. Но вы-то должны как-то, не просто мы должны лишаться чего-либо из-за этого бюджета. Мы, во-первых, если вы нам дали такой бюджет, то давайте предпринимайте, пожалуйста, все силы, чтобы структурные подразделения хотя бы на таком уже усеченном виде нам в городе сохранить. В заключении к собравшимся обратился исполняющий обязанности главы администрации города Дмитрий Фельдман. В его словах оптимизма тоже не прозвучало. Я вам скажу, что даже если мы увеличим все налоги по максимальным ставкам, если мы увеличим арендные платы за муниципальное имущество, если мы 100% все деньги соберем, то того падения, которое нас ожидает, мы не перекроем. Мы, конечно, в администрации пытаемся по некоторым направлениям взыскания тех денежных средств, которые должны поступить в бюджет, оптимизировать.
значит, максимально ужесточить работу с доходной частью. Но тем не менее мы видим, что критический уровень, мы далеко за критическим уровнем доходности нашего бюджета. Так что отказываться от чего-то все равно придется. Но пока главный документ еще не принят. Его еще предстоит обсудить на комитетах Горсовета, затем на бюджетной комиссии и только затем вынести на сессию. Будет ли он принят в таком варианте, зависит от депутатов, их понимания ситуации. Алена Воробьева, Галина Плужникова, Геннадий Лабзин. Информационный канал «Город».